выездные, не две выездные, две просто встречи с Кировской Родиной на выезде и в гостях, на выезде и дома, прошу прощения. Родина замыкает турнирную таблицу, и, соответственно, матчи будут за место повыше. Кировчане пока не знают радости побед. Ну, а тем временем встретили опасный момент у ворот Кировской Родины. Прострел был в штрафную площадку, и там не удалось замкнуть хоккеистам Строителя. Такой первый полумомент. И Волга сейчас будет на своей половине поля владеть мячом. Улетел он за пределы поля. Смотрим за атакой ульяновского клуба. Приносим извинения за технические неполадки. Вот мы сейчас снова в эфире. Ничего не пропустили наши телезрители. Мы находимся в эфире на Ютубе и на сайте БНК, и в сообществе БНК ВКонтакте. Ну и в группе Сыктывкарского строителя также можно смотреть онлайн-трансляции сегодняшней встречи. Я думаю, и в группах федеральных, скажем так, средств массовой информации, освещающих хоккей с мячом, тоже ссылка на нашу трансляцию есть. Сейчас смотрим в атаке Ульяновская Волга. Снова тоже заброс в штрафную следует. Там хоккеисты Строителя первые на мяче. Вот атака Сыктывкарского клуба. Номер 8 Артем Лихачев был с мячом. Пас на фланг. Идет у нас прорыв. Денис Садаков как раз тоже снова на пятачок отдавал мяч. И есть дальний удар. Это Евгения Люхина, 37 номера, но мимо ворот следует мяч. Ну, завершили атаку Сыктывкар с ударом поворотом и заработали угловой. Да, там мяч попал в хоккеиста Волги, и угловой будет подавать Сыктывкарский Строитель. Первый угловой для себя в этом матче, ну и первый угловой, в принципе, для обеих команд. Смотрим. Волга выстраивается на линии ворот. И сейчас будет подача. Вы проницательны, Александр. Есть подача, но удара нету, да, пока что. И в итоге не будет. От ворот у нас ульяновский клуб начинает свою повторную атаку. Атакуют ульяновские хоккеисты. Доводят мяч до ворот, но ничем это не завершается. Строитель ведет мяч в игру. Да, от ворот Сыктывкарский Строитель. Мяч уже в центре поля. И хозяева снова владеют им. 91 номер. Никита Свиридов. Последнее приобретение Сыктывкарского клуба. А здесь у нас уже против Дениса Садакова нарушили правила ульяновцы, и свободный удар Сыктывкарский клуб будет подавать. Ну, до ворот далеко. Практически аут, можно сказать. Небольшая предыстория еще противостояний. Команды у нас встречались в этом году не только в рамках Суперлиги, но и на Кубке страны. Тот матч был также интересным, также результативным и завершился со счетом 4-4. В ничью сыграли команды, что, впрочем, не помешало Волге выйти в финальный этап Кубка России, а Строителю просто с честью завершить свое выступление ничейным результатом. Еще один свободный удар. Сыктывкарский клуб. Вот Евгений Люхин устанавливает мяч на отметке. Заброс идет в штрафную. И борьбу за мяч выигрывает в итоге сыктывкарские хоккеисты. От хоккеиста Волги уходит он на угловой. Еще один стандарт в самом дебюте игры. Ну, довольно резвое начало у Строителя. Да, несмотря на то, что такой у команды достаточно напряженный график сейчас. По сути, с начала года через каждые 3 дня играют сыктывкарцы. Это уже 4-й матч за последние 2 недели. Ну, в таком графике играют все команды, поэтому ничего удивительного. Ну, смотрим, идет подача. И снова, пока не дают бросить, и только вот сейчас мяч ушел от ворот, будет Волга его вводить в игру. Ну, может быть, ставка на быстрый гол в исполнении Сыктывкарского клуба, почему бы и нет. Тем более в прошлом поединке это удалось. В прошлом поединке, да, но... И вот момент у Волги, и мяч напротив, влетает в ворота Сыктывкарского клуба, открывает Ульяновск счет. 0-1, да. Довольно неожиданно, практически первой же атакой. Да. Волга
сумела поразить ворота. Ну, прошел дальний пас, да, и выход 1 в 1, и нападающий Волги переигрывает Дениса Гутаренко. У нас смена сегодня была голкипера. По одному матчу играют и Гутаренко, и Шакиров. Ну да, довольно неожиданно атаковал Строитель, да, получили момент в свои ворота и открыт счет. Лидирует Волга. Сразу же пытаются сыктывкарцы сравнять его. Зашли в чужую штрафную, мечется мяч практически по-вратарски, и Волга выбила его. Александр Степанов. Да, показывает нам, что Александр Степанов на 6-й минуте вывел Волгу вперед. Ну, там было довольно трудно промахнуться. Вот мы смотрим повтор момента. Чистый буллит, можно сказать, да? Выход 1 в 1. 19-летний игрок, между прочим. Чемпион, победитель первенства мира 2017 года, которое прошло в Сыктывкаре. Еще один триумфатор того чемпионата есть у Волги в заявке на матч. Это Артем Гареев. Тем более он не просто триумфатор, но он и автор победного единственного мяча в финале. В дополнительное время Артем Гареев поразил ворота сборной Швеции. Ну, пока, если возвращаться к игре, снова у нас территориальное преимущество у Строителя. Атакуют сыктывкарцы, пытаются войти в зону. И будет сейчас бросок, и сравнивается счет! 1-1. 1-1. Празднует сыктывкарский клуб. Судья показывает на центр поля. 1-1. Играем дальше. Да, здорово удалось ответить. Быстро, сразу же восстановить равновесие. Это то, что было нужно сыктывкарскому клубу. Согласен с вами, коллега. Которым радуются болельщики. Довольно быстро Строитель восстановил паритет в этом матче. 1-1. Здорово, здорово. Хорошее резвое начало игры. Вот смотрим сейчас, да, повторяет момент. Вот не видим, правда, отсюда, кто именно забрасывал, но нам, режиссеру, думаю, плашечку. Вот Антон Пинлендер. Антон Пинлендер 7-й мяч забивает в этом сезоне для себя. Один из лучших игроков сыктывкарского Строителя по системе гол плюс пас. И атака Строителя продолжается, да, вот смотрим. Воодушевленные хоккеисты сыктывкарского клуба. Дальний удар, вратарь Волги вступает в игру. Вратарь у Волги довольно, скажем так, неопытный. 5 матчей всего сыграно у него в этом сезоне. В том числе 1 против Строителя. Это 6-й по счету. Но второй вратарь, который в запасе у ульяновцев, вообще на поле в этом сезоне не выходил. На воротах играет Дмитрий Таманюк. В запасе Иван Силантьев, напомню. Сейчас Волга перешла на чужую половину. Был дальний заброс. И там оборона Строителя не дремлет. Забирает его в свои цепкие руки. Да, сыктывкарцы с мячом начинают очередную атаку. 23-й номер сыктывкарского клуба. Максим Зубарев. Но мяч, к сожалению, быстро теряют. Но и снова перехват, может быть опасно. Денис Садаков перехватил мяч возле штрафной площадки. Пас на выход! Ишь! От ворот, да, только от ворот. А ведь очень опасно было сейчас у ворот ульяновских гостей. Неплохо прорвались к воротам, но не получился удар. Я даже могу сказать, что, наверное, там даже и удара-то даже не было акцентированного. Даже по мячу, наверное, наш хоккеист не смог попасть. Ну, давайте смотрим повтор. Ну, помешал 22-й номер. Защитник Максим Рязанов. Помешал точным ударом. Тем не менее, Строитель продолжает владеть мячом. 91 номер, снова Никита Свиридов сбивает его, и здесь остановка игры. Будет ли удаление? Ну, арбитры тут решаются, наверное, пожалеть все-таки ульяновский клуб. Не мешать такому хорошему, интересному началу. 10 минут у нас как раз позади. И уже 1-1. И вот Ульяновск переходит в атаку. Опытнейшие хоккеисты ульяновского клуба. Это и Дмитрий Савельев, все-таки 8-кратный чемпион мира, перешедший в Ульяновскую Волгу со скандалом в этом межсезонье. Прямо на Кубке страны Дмитрий Савельев покинул ряды Водника. И первый же матч на Кубке сыграл именно против своей бывшей команды. Вот. И Дмитрий Савельев, и Максим Рязанов, безусловно, тоже опытнейший хоккеист.
игрок сборной Казахстана. А вот сейчас момент у ворот Строителя, практически голевой. И что показывают у нас арбитры? Арбитры от ворот, свободный удар, вводят мяч в игру Строитель. Этим нарушили ульяновцы правила, борясь за мяч прямо вплотную возле Дениса Гутаренко. И Строитель уже в атаке. Некому отдавать, сейчас... да, и это чуть ли не перехватили ульяновцы мяч. Мяча. Ну, все-таки у Сыктывкара он остался, Саша. Но действительно, это некому было пас давать, разводил руками хоккеист Строителя. Ну, откройтесь под передачу. Ну, плотно Волга играет в обороне. Вот как раз Дмитрий Савельев с мячом мы смотрим. Тоже не форсирует ульяновцы события, ищут свободные зоны, но в атаку разрезающие передачи пока не отдаются. Ну, одной пока хватило. Но это была даже не разрезающая передача, это такая свечка на чужую половину. А вот здесь сейчас на фланг Волга прорыв отправляет своего хоккеиста, мяч на другую сторону уходит, и довольно опасно опять было у ворот Строителя. Но до акцентированного удара по воротам так и не дошло. Хоккеист Строителя с мячом на своей половине. Сегодня уже состоялось несколько встреч в рамках Суперлиги России. Я напомню уже, да, Динамо Москва обыграла Казанское Динамо с счетом 11-3. Енисей обыграл Нижегородский Старт 8-1. Сепсельмаш справился с Зорким 11-4, а матч Кузбасса Кировской Родины не состоялся из-за отравления игроков кировской команды в гостинице. И, наверное, даже под вопросом сейчас как раз следующие встречи кировчан, которые они должны проводить против Сыктывкарского клуба. На моей памяти вот редкие такие моменты, да, то есть массовое отравление. Ну, желаем хоккеистам Родины скорейшего выздоровления. Да, встреча запланирована на 18 января. Да, уже 3 дня осталось-то, на 4-й. А вот тем временем встретили в атаке. Здесь офсайд. Здесь офсайд. Да, здесь офсайд. Хотя прошел хоккеист Строителя в штрафную. Ну, вот мы видим неплохие скорости у Строителя в атаке. В последних матчах не часто мы такое видели. Да, скорости у Строителя тоже, не скажу, что запредельные, но действительно высокие. Ну и если посмотреть, скамейки запасных сегодня примерно одинаковые по объему, что ли. Да и по качеству. Не скажу, что скамейка запасных у Волги сегодня прям-таки намного лучше, чем у Строителя, да? Такие же молодые ребята. Ну да, есть, конечно, опытные ребята, там, как тот же самый Денис Царов, 20-й номер. 35-летний хоккеист, выступавший не только за Волгу, но и за Зорки, и даже за шведский Катринихольм. А сейчас момент у ворот Волги. Доходит мяч до хоккеиста Строителя, и вратарь в ближнем углу забирает его. Да, Дмитрий Атаманюк вышел сейчас на игрока Строителя, не потерял ворота и, в общем, практически сократил угол обстрела до 0. Поначалу показалось, что довольно опрометчиво вышел голкипер ульяновского клуба из ворот. Но в итоге оказался прав. Успел откатиться, да, и вот сейчас уже удар по воротам ульяновцы сразу в ответной атаке наносят, но мимо. Смотрим, прям тройная замена готовится сейчас у Строителя. Лихачев, Садаков, Зубарев, лидеры клуба. Артема Лихачева можно пока лидером с трудом назвать, но Денис Садаков и Максим Зубарев действительно те, на кого возлагаются большие надежды в этом сезоне. И они их оправдывают, если посмотреть по показателям гол плюс пас, в целом по игре. В атаке Ульяновск. Снова на фланг смещаются гости. Да, фланговый прорыв Волги. И здесь это первый угловой у Строителя. Да, Волга будет сейчас угловой подавать. Готовятся хоккеисты Строителя, выстраивают стенку. Опять, да, метафора. Строители выстраивают стенку. Но Строитель он сыктывкарский, не молдавский. Смотрим, готовится. Все уже даже готово к этому головому. Выбегает стенка, следует удар, попадает мяч в выбегающих хоккеистов. И остается он хоть и Ульяновска, но уже в центре поля. Владеет ими хоккеисты Волги. Очередная атака гостей. Тоже тверже по левому флангу. Ну, здесь защитники цепко играют, не дает пройти Волге в штрафную. От ворот. Да, от ворот. Вводит мяч Денис Гутаренко.
пришло время, наверное, напомнить о том, что в рядах «Волги» играет такой хоккеист, как Игорь Ларионов, воспитанник Сыктывкарской школы хоккея с мячом, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, четырехкратный чемпион мира. Выступал за «Строитель» в сезонах 2001-2004 годов. Сейчас пока о нем чуть попозже. Есть дальний удар по воротам «Строителя», и Денис Гутаренко демонстрирует свою реакцию и прыгучесть. Ну, хоть мимо ворот мяч и прошел, но... Да, размялся. Да, вратарь видел момент, видел удар, прыгнул за мячом. Если бы мяч летел в створ, возможно, что оказался бы в руках нашего стража ворот. Так вот, и возвращаясь об Игоре Ларионове, из «Строителя» он ушел в «Динамо Казань», а оттуда в родину, и с 2015 года выступает за Ульяновский клуб. Опытнейший мастер, которого многие болельщики Сыктывкарского клуба хотели бы видеть в рядах своей команды. Но, к сожалению, пока что он остается за другие клубы играть. Я думаю, рано или поздно мы при таком темпе развития с мячом, хоккея с мячом в России, в Сыктывкаре в частности, увидим все-таки Ларионова на родном льду и именно в свитере «Строителя». Ну, и если уж пошла речь о связи, о взаимосвязи команд, то стоит еще отметить и Андрея Клобукова, 4-го номера, защитника из «Волги», 36-летний игрок, родом из Кирова, и в сезоне 4-5 годов проводил он в аренде в Сыктывкарском клубе. Так что тоже, можно сказать, не чужой хоккеист для нашей с вами команды. Ну вот пока мы видим, игра успокоилась после такого резвого начала. Команды сейчас больше времени проводят в центре площадки. Моментов и борьба эта в центре остается чаще всего за хоккеистами «Строителя», тоже отрадно отметить. И вот сейчас нарушение правил, да? Нарушение правил и удаление в составе «Волги». Да, первое удаление в этой игре. Лед покинет, сейчас мы увидим. Ну, вот 17-й номер не соглашается, Дмитрий Савельев, с этим решением. Возможно, именно его арбитры удалили, но плашечку нам тоже покажет. Посмотрим, кто же этот главный грубиян. Ну да, Дмитрий Савельев, наш 8-кратный чемпион мира. Потеря такого хоккеиста даже минут на 10. Ну, конечно, это возможность ему отдохнуть, а во-вторых, все-таки это минус двигатель, минус главный механизм, минус главный диспетчер в составе ульяновского клуба. И очень даже неплохое удаление, я бы сказал. Посмотрим, как удастся Сыктывкарцам воспользоваться численным большинством. Ну, пока «Строитель» о большинстве не думает, да, и вот момент был у ворот. Атакует «Волга». Момент у ворот «Строителя», и мимо ворот пролетает мяч в этом эпизоде. Опасный был перехват, прошелся игрок «Волги» по центру поля, дошел до штрафной, бросил, но не попал. Вот сейчас атака «Строителя» развивается, Люхин на Свиридова. Свиридов доходит до лицевой линии, пас в штрафную и от ворот только. Неточная передача. Ну и «Волга» от ворот начинает атаку. 3-й номер Антон Филимонов. Владеет сейчас мячом, тоже пас на фланг. Пока хоккеисты «Волги» не могут подобрать ключи к атаке «Строителя», к обороне «Строителя», да. Только вот дальняя свеча, которая прошла, это, пожалуй, все. Вот мы больше «Волгу»-то именно 100% так не видели ситуации. Но опасные моменты все равно появляются. Ну и у ворот «Волги» то же самое. Да, «Строитель» с мячом продолжает уже такую затяжную атаку. Это Александр Ваюшин обошел 3 хоккеистов и избивает его. И нарушение правил. Штрафной было или за штрафной? Ну вот мы сейчас увидим, да. Тут вообще показывает арбитр, что и не было никакого нарушения, будто бы, да. Ну нет, игра остановлена, и стандарт «Строитель», свободный удар. Прямо на границе со штрафной практически был сбит Александр Ваюшин. Да, отличный проход ему удался здесь. И только фолом его смогли 3 хоккеистов ушел, а 4-го не удалось. Стеночка выстраивается «Волгой». Максим Немцев, Максим Зубарев. Удар. Да, удар пришелся куда-то там на трибуны. Да. Там даже, наверное, и некому было мяч подобрать. Но справедливости ради, там угловой. Да, угловой зарабатывает «Строитель». И, между прочим, в эпизоде с удалением, с нарушением правил против Александра Ваюшина еще одно удаление у «Волги» был удален. Константин Волочугин, 19-й номер. То есть на 2 игрока меньше сейчас у «Волги».
И стандарт угловой сейчас строитель подавать будет. Следует подача. Но снова не опасно. И от ворот Волга. Близится к середине первый тайм. Пока что приятное впечатление оставляет игра обеих команд. Ну конечно же. Конечно, надеемся, да, за строитель. Вот сейчас перехват и, может быть, прорыв к воротам. Артем Лихачев сейчас с мячом. И офсайд. Сигнализируют, да, ульяновские хоккеисты. И судья с ними соглашается. Надо было раньше передачу отдавать, либо наоборот подождать уже. Подождать, когда игроки Волги оттянутся в защиту. Получилось прямо не вовремя. Последовал пас. А опасно могло быть, опять же, да? Да, строитель поострее выглядит в целом в атаке. Вот эти первые 21 минуту. Но очень хочется надеяться, что во втором тайме запас сил у строителя останется таким же. Потому что вторые таймы в этом сезоне строитель проводит чуть хуже, чем первые. Эта тенденция далеко не приятная. Вспомни только матч с Кузбассом, да, который строитель выиграл с счетом 5-1, проиграл 5-9. Но мы снова в сегодняшнем дне. Строитель атакует по флангу. Да, прорыв Максим Зубарев. И доходит до лицевой линии, и снова пас штрафной, и снова там некому замкнуть. Только сейчас следует уже неопасный удар, и вратарь спокойно мяч забирает. Там с острого угла уже бил хоккеист строителя. Шансов поразить ворота практически, наверное, не было. Да? Только если вратарь бы зазевался, уснул, ну или просто покинул бы ворота. Да? Сейчас игра потихоньку успокаивается, мне кажется. Ну а Волги скорости повышать нет смысла. Она играет в меньшинстве, на 2 человек меньше. Можно поэтому понять их. А вот строителю надо и воспользоваться таким случаем, что ли, да, и попытаться обострить, наверное. Ну вот сейчас... Сейчас нарушение правил против хоккеиста Волги, удаления здесь не будет. Да. И это главное. В центре поля нарушение, поэтому тоже опасности никакой из этого момента ульяновцы не смогут создать. Хоккеисты Волги пока на своей половине. Убивают время, можно так сказать. Да. Тянут, убивают. В общем, всячески изгаляются над временем, которое есть у строителя для игры в большинстве. Сыктывкарцев в особо высокий прессинг тоже не выходит. Встречают на своей половине, ну, прямо в районе центрального круга. Да, сейчас вот лишний повод посовещаться с тренерским штабом получают хоккеисты Волги. Ну, пока тут установка, наверное, для волжан одна. Это убивать время, искать свободные зоны в защите строителя и ждать, когда выйдет хотя бы Дмитрий Савельев. Да? С ним все-таки попроще. А вот сейчас уже Волга переходит в атаку, срежет в угол штрафную площадку, войдя хоккеист ульяновской команды. И угловой зарабатывают волжане. Да, угловой. Это, пожалуй, лучший итог для этого эпизода, для гостей. Ну, заработать стандарт. Могу с вами поспорить, что можно было, конечно, и вовсе забивать, да? Ну, такие мы в расчет не берем. Да. Если быть реалистами, то да, то угловой это максимум, что можно было выжить. И вот Волга сейчас будет его подавать. И следует подача, где удар. Ну, выбегающий хоккеисту строителя мужественно преграждает путь мячу. Мы видим, что угловые у обеих команд, да, такими опасными ударами не завершаются. То есть все угловые, они либо в набегающих хоккеистов, либо в молоко улетают. Такая бомбардировка молока. Ну, сегодня трибуны такие под цвет. В Сыктывкаре прошел довольно сильный снегопад сегодня утром. Ну, снегопад-то прошел, главное, что его сейчас нету, да, иначе да. Скорости в игре были бы намного медленнее. И лед мы видим просто сияет у нас, да, прекрасного качества. Лед, потрудились сотрудники техслужб.
В атаке Строитель. Пытается закрепиться на чужой половине. Но... Ну, пока не дает Да. Волга возможности так прямо встать Строителю на ее половине и делать распасовочку, да? Только вот сейчас вот по флангу проход Строителя, до углового флажка практически дошли наши хоккеисты. Это 77-й номер был с мячом Сергей Шибонкин. Ну и опять с мячом сыктывкарская команда. Так, не спеша закатывается. И Вот. если моментище, это почти выход 1 в 1 был у сыктывкарского клуба. И снова браво Дмитрий Атаманюк. Да, непростой был мяч для сыктывкарца. Летел на неудобной высоте, но сумел зацепиться, опустить его. Да, и угловой. Но голкипер вышел вовремя и практически... Ликвидировал Да. вратарь, да, Волги угрозу, и только угловой зарабатывают Строители. И вот как раз вот в этом эпизоде реально можно было забивать. Это был даже не максимум, это вот угловой, это минимум, что можно было извлечь из него. Подача, удар. И снова, Не да, и удается снова снова. угловой неудачно. Но мне кажется, пока нервозность сказывается и влияет на игру обеих команд. Для Волги тоже пропустить в Сыктывкаре, ну, не то, что было неожиданным, да, но не при таком счете, не при 0-1. Да? Поэтому 1-1, который сейчас на табло, волжан не устраивают. Ну, в Сыктывкаре, в принципе, многие команды было сложно играть. За исключением Енисея, наверное. Волга пока на своей половине поля. Владение мячом, наверное, в этом тайме в первом больше у ульяновцев. Потому что перепасовки между ближайшими игроками — это, скажем, наверное, не то, что хотели бы видеть болельщики Волги, которые наверняка сейчас тоже у мониторов смотрят нашу трансляцию. И недовольны, уверен, недовольны тем, что сейчас на экранах происходит. А происходит очередная атака сыктывкарского Строителя. Уже подходит, наверное, к концу время, которое отведено было Строителю на игру в большинстве. Да, сейчас Волга будет в полном составе. Ну, там считанные минуты, там, наверное, была разница между удалениями, да, поэтому довольно быстро волжане окажутся в полном составе. Ну, пока свободный удар Строитель. Ну, тоже это практически возле аута, и решили не обострять сыктывкарцы. Снова вот Максим Зубарев от Евгения Лиухина получил мяч. Евгений Лиухин у нас такой атакующий защитник, регулярно подключается к атакам, бьет издали. Снова Но... неплохой проход и нарушение правил. Да, и вот еще одно удаление у Волги будет. Нарушили правила на Максиме Зубареве как Да, раз. жестко его сейчас встретили. Ну, в составе Волги есть ребятам, которые известны своей жесткостью. Да? Поэтому неудивительно, что волжане так часто оказываются на скамейке штрафников. Да, третье удаление в составе Волги за первые полчаса игры. На этот раз Эмиль Бехузин. Эмиль Бехузин, да, покидает нападающий, нарушил правила. Уж кому-кому, уж не нападающим нарушать нужно. Не удалось Строителю использовать это стандартное положение. Волга начнет от своих ворот. Ну, кстати, вот посмотрел сейчас специально шпаргалочку к этой игре, и вот Константин Волочугин, который должен скоро уже выйти на лед, он считается одним из самых грубых защитников, самых жестких в Суперлиге в целом. Так что, можно сказать, его удаление-то сюрпризом не стало. Ну, пока у нас Волга переходит в центр поля, удается им сохранить мяч. Ну, небольшим числом хоккеистов атакуют волжане. Ну, справедливости ради, у них большого числа для атаки сейчас на поле нет. Да, но мяч... Чей будет мяч? Ну, мяч будет у Волги, мне кажется, да, вот. Там чуть-чуть остановочка была в игре. Придержали там атаку ульяновского клуба. И арбитры дали Волге мяч ввести в игру. И сейчас он уже, конечно, у Строителя. Уже сыктывкарский клуб пытался да, разбежаться свою атаку сейчас, пытался но найти. только назад смогли отыграть сыктывкарцы.
И в итоге мяч потеряли. И вот Волга по левому флангу, это проход был. Мне кажется, тоже как раз это 7-й номер Руслан Галяудинов был. Любопытная деталь бросилась, глядя на турнирную таблицу. Волга одна из немногих команд Суперлиги, которая ни разу не играла в ничью в этом сезоне. В 15 играх волжане 10 матчей выиграли, 5 проиграли. Ну, значит, мы и сегодня увидим чей-то триумф. Хочется, конечно, чтобы это была сыктывкарская виктория, но игра абсолютно равная. Да? Пока да. Понятное дело, что сыктывкарцы сейчас были в большинстве долгое время, довольно комфортном большинстве. Сейчас-то уже там, сколько там у них, 9 полевых у Волги, да? Но это только позволило, наверное, Строителю даже силы больше поберечь. Потому что форсировать события Строитель не спешил, в атаку всеми силами не бежал. Ну, хотя можно было рискнуть. Пока ничего не происходит в игре интересного. Да, но эти удаления, они поспособствовали снижению темпа игры. Да? Первые 10 минут были прям такие захватывающими. А вот сейчас мы видим, вот, ну, наверное, эта игра больше на руку именно Строителю. Да? То есть на контратаках, на небольшом темпе попытаться поймать соперника, убежать. Убежать же благо есть кому, и Ваюшин восстановился. Да? И другие хоккеисты обладают неплохой скоростью, тот же Денис Садаков. И вот в быстрой контратаке поразить ворота гостей тоже план на игру. Другое дело, что пока что не всегда такой план у нас срабатывал. Да, сейчас мы снова видим, Волга пытается идти в атаку, но теряет мяч. Ну, ульяновцы идут пока индивидуально в атаку. Да, практически, то есть без поддержки. В расчете, может быть, на удачу или на то, что удастся стандарт заработать и потом подкрепление призвать. Да, но и стандарты, опять же, тоже не идут ни у той, ни у другой команды сегодня. И я бы сказал, что, наверное, 1-1 может быть, может быть, на 2-2 наиграли команды, может быть, да, но 1-1 вполне закономерный результат, и сейчас офсайд. Сейчас офсайд, бежал хоккеист Строителя 1-1, пытался опередить вратаря, это тоже тот же самый Денис Садаков, очень активно проводит начало встречи. Наш игрок, кировский хоккеист, играл и за родину, и за финский Акелес успел в своей карьере. Причем и в аренде успел поиграть за Акелес, и потом и перешел на полноценный контракт. Но в этом сезоне вернулся в Россию, стал выступать за принципиального соперника и за принципиального друга кировской родины, за сыктывкарские Строители. Ну и если так послушать болельщиков, да, которые делают оценку, дают оценку каждой игре, то Денис Садаков успел им полюбиться. Такой один из любимейших хоккеистов, наверное, наряду с Максимом Зубаревым. Ну и Никита Свиридов, безусловно, тоже влился удачно в коллектив. Тоже его обожают на трибунах. Но если бы он забил бы 12-метровый Казани, его бы уже на руках, наверное, носили. Да, обидный был эпизод, но это в прошлом. Сейчас у нас поединок с Волгой, и пока мы видим длинный заброс от Строителя. Пока да, пока длинные забросы тоже не очень удачно у сыктывкарского клуба идут. Вне игры, я так понимаю, видел судья. Честно, я не знаю, что он увидел. Я знаю, что мяч будет сейчас у Волги, она возле своих ворот будет им владеть. Ульяновский клуб приехал в Сыктывкар довольно усеченным составом. Видим, что и на скамейке запасных всего лишь 6 человек. Ну и плюс полузащитник. Ну, сейчас чуть позже об этом было довольно интригующего Росстроителя, но передача смотрелась красиво, но не прошла. Так вот, полузащитник Волги Денис Артюшин в матче прошлого тура против московского «Динамо» получил рецидив старой травмы и уже не поможет ульяновскому клубу в этом сезоне. 12 января у него была МРТ, а вот сейчас вот очень опасно у ворот Волги. Там прям на пятачке боролись за мяч и хоккеист Строителя, и вратарь Волги. И кто там только не вышел победителем из эпизода, но уже от ульяновца с мячом. Мы сейчас смотрим. Да, не удалось зафиксировать с первого раза вратарю мяч, и там не ожидал этого отскока и сам хоккеист Строителя, да. Пришлось ему разворачиваться вокруг своей оси, и пока он это делал, удалось ульяновцам мяч-то и выбить.
Так вот, МРТ у Дениса Артюшина и вывих надколенника зафиксировали врачи. Так что сегодня Волга по-другому играет, чем с Динамо. Приходится новые связи, наверное, искать, находить. Тем не менее, это не мешает им атаковать. И угловой ульяновский клуб зарабатывает. Угловые, конечно, это опасно. Не будем даже брать в расчет предыдущие подачи с обеих сторон, которые ни к чему успешному такому не привели. Каждый угловой — это новая история. Каждый угловой — это новый эпизод. Смотрим. Подача. Давайте. Следует. И снова преграждает путь мячу. Но подбор за ульяновскими хоккеистами. Подбор уже за Строителем. Да, Строитель. Пока вы говорили, за кем подбор, Строитель отобрал и успел даже потерять мяч снова. И в центре площадки уже снаряд для игры. И контратака Строителя не дали развиться. Чуть грубо довольно встретили сыктывкарского хоккеиста. И вот уже момент у ворот Строителя. Прорыв по центру. Пас. И 2-1 забивает Волга. 1-2, если быть точнее. Да, реализовали ульяновские хоккеисты свой редкий шанс. Контратака Волги приносит им успех. Поздравляю, тут не вижу Игоря Ларионова и еще там кого-то. Я думаю, нам операторы и режиссеры трансляции покажут этот момент. Вот смотрим. Сейчас будет на свободного игрока справа мяч отдан. И третий номер Антон Филимонов забивает за Волгу. 38-я минута, 1-2. Ну, что сказать. Атаковал, создал моменты Строитель. Вновь забили гости. Да, вновь забили гости. И хочется надеяться, что довольно так же быстро, как и с первым эпизодом, найдут в себе силы сыктывкарцы отыграться. Есть, по крайней мере, для этого все предпосылки. Есть еще и время даже в первом тайме, на самом деле, еще 8 минут играть. И опять мы скажем, что неотразимо пробивал хоккеист Ульяновска, да, выдвигать претензии к голкиперу довольно, наверное, необоснованно. В принципе, вратарь Строителя сегодня даже в игру толком не вступает, да. Да, 2 удара в его ворота, по сути, 2 гола. Да, но причем, кто бросит в камень, да, выход 1-1 первый был момент, а второй в свободный угол, там, быстрый пас, бросок, считайте, практически в одно касание. И не успевал вратарь даже просто сместиться, что уж говорить про то, чтобы среагировать, да. В атаке Строителя ответная, Никита Свиридов снова. И упускает мяч за лицевую линию. Хоккеист пытался пробросить себе на ход, войти в штрафную, но упустил его. Волга снова на своей половине. Да, и напоминаю, что все это время ульяновские хоккеисты были в меньшинстве. И вот дальняя свечка сейчас, да, меньшинство не мешает ульяновцам опасность создавать у ворот Строителя. И аут практически возле углового флажка ульяновцы сейчас будут вводить мяч в игру. На чужой половине. Почти наверняка будет либо розыгрыш с ближним, либо заброс штрафную. Как раз Антон Филимонов, да, с мячом был. И назад, да. Решил снова не обострять, не отдавать мяч сыктывкарскому клубу. Филимонов. Лучше бы он на воротах бы играл бы сегодня за Волгу. С такой-то фамилией. Да, закончилось штрафное время у Эмилия Бихузина. И теперь команды в равных составах. Пока видно, да, то, что Волга пересидела время штрафное свое и сейчас снова повышает скорости, наращивает обороты. Окажется ли к такому повышению готов Строитель, который на таких же скоростях начал игру, но затем успокоился? Это мы с вами увидим в ближайшие 5 минут. У нас последняя заключительная 5-минутка первого тайма идет. И с мячом гости. Да. Очередную атаку проводят. 21 номер, удар, и вот Денис Гутаренко забирает мяч. Так, разминка для него это. Удар у хоккеиста Волги не получился. Мяч полетел низом, по центру. В общем, как раз в то место, где находиться должен голкипер.
Это Виктор Яшин из «Динамо» Казани, может быть, такое мог пропустить, да, под рукой, но не Денис Гутаренко. С другой стороны, Виктор Яшин может еще и безумные моменты спасти. Волга в атаке, нарушение правил. Поднята вверх рука арбитра, и, видимо, сейчас будет удаление в составе Сыктывкарского клуба. Да, первое удаление в составе Строителя в этой игре. Никита Свиридов, по-моему, катится на скамейку штрафников. Показывали нам его и Дениса Садакова, но Денис Садаков в игре остается. Да, Никита Свиридов, режиссеру трансляции, нам подтверждают наши догадки. Ну, вот сейчас теперь для Строителя главное выстоять, не пропустить еще один мяч в раздевалку, потому что 1-2 и 1-3 это две большие разницы, как говорят у вас в Одессе. Тем более по такой игре, что сыктывкарцы показали в первом тайме, это будет, мне кажется, очень несправедливо. Несправедливо будет, обидно, ну и 1-2, я думаю, это даже 1-2 это несправедливо. А? Да, я вот смотрю онлайн матча на сайте Федерации хоккея с мячом, и тут 4 голевых момента у Строителя отмечены таким характерным восклицательным знаком. 4 нереализованных момента. Ну, мы их все с вами, Александр, видели. Да, и, в общем-то, можем только подтвердить, что действительно по моментам Строитель был лучше в первом тайме. Ну, уже хотя бы это приятно, да, то, что моменты есть, а реализация рано или поздно придет. Либо придут другие игроки, которые эти моменты будут реализовывать. Ну и главное еще, чтобы к этому времени соперник не выигрывал с большой разницей. Да, пока что соперник Строителя владеет мячом на своей половине. Ну, мы видим, Волга такая команда, скажем, философская, да? То есть, Да, просто так довольно мяч вперед не тыкает. Сильно, ну, отличается чем-то от динамовцев казанских. Наверное, составом. Нет, я имею в виду именно стилем игры. Ну да, ну, до верного разыгрывает ульяновцы мяч. И, то есть, Такая прагматичная команда. да, вот пытался вспомнить это слово. Спасибо, коллега. Действительно, прагматичная команда «Волк». А Строитель вот сейчас непрагматично сыграл, потерял на равном месте мяч. И Филимонов, все тот же Филимонов его забрал. А мог бы и выронить. Ну, если бы он был, так сказать, если бы соответствовал фамилии. Ну да, если бы его звали бы Александр, а не Антон. Такой немного юмора в наш эфир. Да, пока ничего не происходит. Волга не стремится реализовывать большинство. Снова ждет вот этого момента своего, как это уже было дважды за тайм. Волга — это как та самая девушка, да, которая все ждет своего парня и рискует все-таки не выйти замуж к 35 годам. Ну, вот такая философия у них. Но сегодня она была близка, да, то есть по счету Волга близка к тому, чтобы брак был удачным. Снова Волга с мячом. 20-й номер развивает атаку Денис Царов. Пытается прорваться в одиночку, и это у него не удается. Был, между прочим, рекордсменом Волги по числу мячей забитых и проведенных матчей в составе клуба Денис Царов. Ну, наверное, сейчас эту планку первенства уже, может, кто-то уже другой занял. Но любопытный все равно факт, да? Угловой, видимо, да, сейчас? Да, на последней минуте первого тайма. Да, угловой Волга будет подавать. До последнего не верили хоккеисты-строителя, что мяч ушел именно за лицевую, а не за боковую. Там спорный эпизод мог быть. И угловой Волга будет сейчас подавать. Ну, что-то не так пошло, видимо, да? Желтая карточка, наверное, с того Строителя, да, желтая за то, что выбежали раньше свистка, раньше подачи. Значит, сейчас надо быть внимательными, чтобы не получить удаление реалистичное, а не просто такое визуальное. Повторно исполняют ульяновские хоккеисты сейчас стандарт. Да, 41 номер. И было опасно, да, такое. Но мимо ворот.
Пытался я в протоколе найти 41-го номера у «Волги». Не нашел, честно. Да, прозвучал свисток на перерыв. Ну и да, все, завершился у нас первый тайм со счетом 1-2. Лидирует «Волга», хотя, по сути, игра была ничейной. Ну, и с другой стороны, если по моментам мы считали, то у «Строителя» преимущество. Да. Ну, посмотрим, как будет развиваться второй тайм. Вернемся к вам после перерыва. Оставайтесь с нами. Да, все верно. Все правильно поняли. Вопросы у вас возникали? В принципе, все нормально. Пойду вниз. Надо попить кофе, чай. В торговых центрах «Инструмент» половину стоимости товаров просто дарят бонусами для стопроцентной оплаты следующей покупки. А еще сотни товаров по суперценам. Ждем вас на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. В череде новогодних праздников так хочется пошуметь. Конструктивно. Желаем вам выгодного ремонта в новом году. А наши цены – это главный подарок. Торговые центры «Инструмент». Настоящий праздник выгоды.
здесь как, да? Да, я даже удивился. Я тоже курточку накинул, кажется. Любовь не пеет. По крайней мере, Александр. Сейчас говорили, что типа нас слышали все, когда ты говорил типа, за чаем, за чайку пойдем выпьем. Не вырубили еще звук. В торговых центрах «Инструмент» половину стоимости товаров просто дарят бонусами для стопроцентной оплаты следующей покупки. А еще сотни товаров по суперценам. Ждем вас на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25.
тут камеру поправлял. Не поболел. Не поболел. Да, продолжаем нашу трансляцию из города Сыктывкар. После первого тайма строитель уступает Ульяновской Волге со счетом 1-2. И мы видим, команда Павла Франца уже выходит на лед из потребного помещения. Да, посмотрим. В последних матчах строителю не всегда удавались вторые таймы. То есть такие очень неоднозначные были отрезки. Когда-то команда просто подсаживалась, уставала, не хватало концентрации. Где-то мы видели наоборот, строитель находил в себе силы. Вот, например, в прошлом поединке удалось отыграться, хотя команда уступала «Динамо Казань». Посмотрим, как будет на этот раз. По статистике первого тайма, в принципе, более-менее равная. Угловые 4-4, свободные удары, 3-1, неважно. Вне игры 4-0. Такое преимущество у строителя достаточно бессмысленный показатель. Вот это по преимуществу. По удалениям 3 удаления в составе «Волги», 1 в составе строителя. Да. Но мы видим, команда уже на льду, и строитель собирается в традиционный круг перед таймом. И «Волга» уже вышла из своих раздевалок. Видим, оператор нам показывает тренерский штаб сыктывкарского строителя. Павел Яковлевич Франц, Николай Зыкин, Александр Мальцев. Да, отметим еще, что строитель начнет второй тайм в меньшинстве, потому что на 42-й минуте был удален Никита Свиридов. И какое-то время сыктывкарцы будут сейчас в десятером. В любом случае, тайм будет тяжелый для строителя. Так что оптимизмом пока мы не блещем, но все равно надеемся на лучшее. Да, Считанные моменты есть. Секунды есть у нас до старта второго тайма. Добавим, что по данным официального протокола на матче присутствует 750 зрителей. Это меньше, чем на предыдущих играх. Это и 750 зрителей, это и меньше, чем на стартовой игре сезона, там, когда было несколько тысяч человек. Стартовая игра, которую строитель уступил Сипсельмашу со счетом 4-8. И еще небольшая поправочка. Мы в первом тайме Дмитрия Савельева перевели в ульяновский клуб во время Кубка России. Нет, конечно, летом еще, задолго до старта Кубка, опытнейший игрок перешел в «Волгу». Так что небольшая поправка от нас, от нашего режиссера трансляции. Смотрим мяч в центре поля. Готов сыктывкарский строитель начать игру. И, в общем, делает это. Поехали. Второй тайм стартовал у нас. С мячом, соответственно, Сыктывкар на своей половине поля. И сразу же серия такая ошибок, да, вначале «Волга» перехватила мяч и сразу же потеряла, и строитель идет по левому флангу вперед. И снова, как и множество атак в первом тайме, да, завершаются где-то на подступах штрафной. Даром, что мяч удалось опять отвоевать сыктывкарскому клубу. Да, коротко напомню, как развивались события в первом тайме. На 6-й минуте Александр Степанов из «Волги» открыл счет. Потом практически сразу же Антон Оппенлендер восстановил равенство. И на 38-й минуте Антон Филимонов забил второй мяч. Таким образом, «Волга» впереди 2-1. Если в целом говорить об игре, какого-то явного преимущества одной из команд не было. Но в целом у строителя было больше голевых моментов. Да, и сейчас мы видим, что, во-первых, строитель же не начинал второй тайм в меньшинстве, а во-вторых, сейчас удаление еще одно в составе сыктывкарского клуба. И минус 2 хоккеиста у строителя.
Так что теперь и преимущество игровое уж точно будет на стороне Волги. Вот Евгений Леухин, защитник, покинул площадку на 10 минут. И хочется верить, что все эти 10 минут Строитель отыграет. Да, что не выйдет наш хоккеист досрочно. Угловой будет подавать Волга. Угловой. Угловой Волга. Стандарты в первом тайме не шли ни у той, ни у другой команды. Ну, смотрим сейчас. Подача была и опасный. Да, гол. Да, Гол вот так забивает Волга. 1-3 становится счет. Ну, можно так сказать, сглазил. Ну, вышел-то не Леухин, вышел Свиридов удаленный в первом тайме. Что Леухин еще на скамейке штрафников. О, да, еще раз посмотрим за повтором этого удара. Да, первый же стандарт во втором тайме приносит успех гостям. Ну, это повтор нам пока не показывают. Ну, Строитель, вот сейчас повтор. Спасибо операторам, режиссерам. Ну, снова неотразимый удар. Такое чувство, что Волга тренируется в пробитии именно таких угловых, таких подач. И вот сейчас момент. сразу же еще один момент у ворот И снова Строителя. мяч И залетает в 1-4 становится счет. 1-4 забивает Волга. Довольно обескураживающее начало для Сыктывкарского клуба. И Строитель в полном составе, да. Да, вот это злополучные первые минуты вторых таймов. Да, ну не стали давать Здесь передачу. даже рикошет, по-моему, от нашего хоккеиста был. Ну, игрок Волги увидел своего партнера на дальней штанге, понял, что он в офсайде, вместо передачи сделал шаг вперед, прострелил, и да, там мяч то ли от крюшки хоккеиста из Сыктывкара, то ли от конька залетел в ворота. Но засчитан он на Руслана Галяудинова, а мяч с углового на Александра Степанова. Для которого это дубль. Да, дубль Степанова. И вот уже начинали мы 1-2, а сейчас уже довольно неприятные для Сыктывкара цифры на табло. 1-4. И Строитель на своей половине с мячом. Может быть, стоило опять-таки взять тайм-аут после такого начала Сыктывкарскому клубу, собраться с мыслями, прийти в себя, что ли. Но пока не берет Павел Яковлевич. Перерыв минутный. Да, посмотрим, как будет дальше события развиваться. Конечно, начало... Ну, от Строителя в этом сезоне можно всякое ожидать. Вот, к сожалению, худшие ожидания пока оправдываются. Да, и Волга продолжает атаковать. Запрессинговали сейчас хоккеисты из Ульяновска, и Сыктывкар перехватывает мяч по флангу, но это все еще возле центра поля. Вот только сейчас удалось перейти заветную красную линию Евгению Илюхину. Пас на левый фланг, и что у нас показывает арбитр? Арбитр должен показывать на угловой, да? Отлично, Нет, сейчас даже выскочили от ворот сыктывкарцы. показывает Неужели судья. вне игры? Да нет, от ворот, по-моему. От ворот вот мяч Да, даже вратарь углового вел не в удалось игру. заработать. Довольно хорошая была позиция для удара. Ну, мяч проследовал мимо. И Строитель уже владеет мячом. Переходит в атаку. Точнее, это была попытка, наверное, все-таки перейти, потому что Волга перехватывает мяч и сейчас составляется его. И еще один момент у ворот Сыктывкарского клуба. Здесь Денис Гутаренко надежен. Ну да, старт второго тайма полностью за Волгой. Строитель, конечно, вот в предыдущей атаке огрызнулся. Но этого мало. Нужно было, конечно, забивать. Нужно забивать и не один раз, да. И мы видим по табло, что нужно забивать раза 3 как минимум. Но хотя бы один мяч бы сейчас, чтобы вернуться в игру, вернуть себе уверенность. И себе, и болельщикам, ну и нам, наверное, в том числе. Но Волга продолжает атаковать. Сейчас вот удалось отобрать мяч. Ну, все равно пока Сыктывкарский клуб возле своих ворот владеет круглым. Сейчас будет, наверное, дальний заброс. Там нужно побороться. И это удается.
Но только вот опять пас Да, было пас в некому никуда. отдать, да. И с мячом вратарь Волги уже. Владислав Кузнецов сейчас был с мячом. На фланге ведется борьба и нарушение правил со стороны строителя. В этот раз вот без удаления. Да, то есть эпизод, который можно было трактовать по-разному. А вот сейчас еще одно нарушение правил со стороны Сыктывкарского клуба. На льду оказывается Дмитрий Савельев. Никакого уважения, да, к опытнейшим мастерам. Вот. Ну, зато поближе познакомился с качеством сыктывкарского льда игрок. Которые сегодня, надо отметить, достойные. Да, мне кажется, что можно свое отражение в этом льду увидеть. Вот, а пока Сыктывкарский клуб развивает контратаку, пас на левый фланг, там входит в штрафную хоккеист строителя, но не дают это сделать. Зато хотя бы угловой Сыктывкарский строитель зарабатывает. Тоже шанс. Да, пора бы и строителю что-нибудь после розыгрыша углового показать. Вот Максим Зубарев отправился на подачу. В первом тайме угловые совершенно ничем не запомнились. Волга уже во втором свой угловой забила, да, поэтому, может быть, и строителю стоит взять это на вооружение. Нет, но не в этот раз, показывают наши хоккеисты. Мы забивать будем потом. Завтра, не сегодня, как говорится в известной поговорке. Волга от своих ворот развивает очередное наступление. Сейчас-то Волге уж точно некуда торопиться. Да, счет более чем комфортный. Да, с 4-1 отыграться в Сыктывкаре могут только по ходу соперники Сыктывкарского клуба, да? Но не сам строитель. С другой стороны, матч в Ульяновске, если вспомнить, там Волга тоже лидировала 4-2, а потом буквально за считанные минуты Денис Садаков сравнял счет. Перевернулся матч с ног на голову тогда. Сейчас мы видим, с нарушением правила останавливают ульяновцы строитель. Ну и да, строитель здесь свободный удар будет пробивать. Пока, конечно, все стандарты это не несут той опасности, не несут того... Ну и здесь еще, наверное, стандарт, да? Нет, не будет, забивает. Не, все-таки вот судья дает, вы посмотрите. Или просто игра остановлена. Тут спорный такой момент у нас с небольшого экранчика не совсем хорошо видно. Видно, по крайней мере, что игра остановлена и Да, лежит, такое не может подняться совещание. хоккеист Волги. Вот смотрим Хоккеист сейчас. в желтом. Вот он выбегает. Ну и 77-й номер, да, Сергей Такой игровой Шибонкин. эпизод, нарушений здесь не было, мне кажется. Да, да тут сам упал хоккеист строителя, и более того, еще и нанес в падении травму игроку Волги. Игра у нас остановлена. Без помощи врачей тут, наверное, даже, может быть, и не получится уйти со льда. Может быть, даже до конца игры. Кто знает, какой характер там травмы. На послематчевой пресс-конференции мы об этом обязательно спросим у главного тренера ульяновцев. Да, помогают партнеры покинуть лед. Это у нас 17-й номер. Дмитрий Савельев как раз. Дмитрий Савельев, да? Да, Дмитрий Савельев теперь получил тяжелую травму. Помогает им действительно партнеру покинуть площадку. На одной ноге он сейчас едет по льду. И, возможно, это серьезно. В любом случае, для Волги потеря этого игрока болезненна. Он даже здесь даже через бортик. Хоккеист не перешагивает, ему бортик просто отодвигают. И, да, тут одной заморозкой ноги здесь не помочь. Ну, пожелаем, конечно же, скорейшего возвращения на лед игроку. Ну, а игра у нас продолжается. От ворот сейчас Волга. Сыктывкарцы по правилам фэрплея вернули снаряд гостям. Да, ну, можно уже, думаю, отметить, что стартовый отрезок второго тайма целиком полностью за гостями. И сейчас, конечно, строителю нужно срочно думать
чем ответить. Ну, строители сейчас, с одной стороны, даже полегче будет. Ну, как бы это крамольно не звучало, без Дмитрия Савельева и с Дмитрием Савельевым это Волга — это разные коллективы. Ну, сыктывкарцам терять уже нечего. Здесь на кону честь команды. Поэтому, я думаю, сыктывкарцы обязаны сейчас попытаться дать бой. Ну, если строитель найдет свою игру, которая была в первом тайме, то бой будет обязательно. Еще главные моменты реализовывать. Ну, это да. Чего пока не удается. По сути, Волгам, вот мы видели, у них сколько моментов было, они столько и забили, по сути. Да, вот сейчас очередная атака Сыктывкарского клуба. По центру был проход, и защитники встретили. Встретили, мяч отобрали. И вот уже владеют им. 7-й номер Волги в центре. Это Руслан Галяутдинов как раз. Автор 4-го мяча ворот строителя. Здесь довольно активный был прессинг со стороны Сыктывкарского клуба. И уже нарушение правил. 3-й номер Антон Филимонов сбил хоккеиста строителя. Не позволил ему бежать в прорыв. И свободный удар строитель сейчас быстро разыграет. До ворот тут просто огромное расстояние, поэтому следует быстрый розыгрыш. Пас на фланг. Заход в штрафную. Где же? Где же точный бросок? Нету его пока что. И только от ворот. Волга. Довольно не спеша хоккеисты Ульяновска выходят со своей половины. Но, с другой стороны, главное, что они это делают уверенно и точно. Передачи доходят до адресатов. И там вот только в последний момент защитники прервали последний пас. А вот уже сейчас уже у ворот Волги идет игра. И здесь сыктывкарцы. Денис Садаков предпочитает откатить назад мяч. Довольно активно прессинговали его ульяновцы. Решил сохранить, надежнее сыграть наших хоккеистов. Продолжается затяжная атака сыктывкарского строителя. Сергей Шибонкин с мячом. Снова не удается такой точный пас сделать, чтобы разрезать линию обороны Волги, вывести своих партнеров 1 на 1 с Дмитрием Атаманюком. Ну, я думаю, если долго мучиться, голевой пас получится. Да, пока Волга контролирует ситуацию. И мы не видим, как строитель мог бы в ближайшее время изменить игру. Но Волга успокоилась, да, уже не бежит в атаку. Теперь уже можно ульяновцам самим играть на встречных курсах, да, от обороны. А там уже в быстрые контратаки убегать и, может быть, что-то создавать. Ну, оборона строителей в этом сезоне, как понимаете, не блещет. Самая пропускающая команда у нас в Суперлиге, Сыктывкарский клуб. И сегодня вот уже 4 мяча к и без того внушительному списку пропущенных голов добавились. Да, в центре поля держат мяч сыктывкарцы, пока без продвижения вперед. Ну, вот смотрите, вот на метр продвинулись. Ну, Ну, и сразу снова же назад. да. И сразу же назад. Нет адресатов, к сожалению. Ну, знаете, адресаты-то они есть, да? Вот как мяч бы еще до них бы довести. Продолжается владение строителя. Атака это было сложно назвать, да? И снова мяч у Сыктывкарского клуба. Вот перехват, да. Атака уже в Волге. Там пас в штрафную. И здесь все контролировал игрок строителя. Иван Кораблин, 3-й номер. Снова Сергей Шибонкин. Берет на себя игру капитан. Что от него и требуется, да? То есть в трудную минуту от кого еще ожидать, что взвалит на себя всю ответственность и всю тяжесть положения? Только от капитана. Возможно, еще стоит отметить, что вот не хватает строителю таких каких-то нестандартных ходов, смелых решений. Опять же, например, вспомним... Дениса Гутаренко в атаку выставить. Нет, мне вспоминается здесь
А вот сейчас опасный момент, нет, к сожалению, мимо. В матче с «Динамо Казань» дальний удар Артема Лихачева. Ведь, по сути, это так было, отчасти на удачу рассчитанный более шаг. Но он принес успех. Ну, мы посмотрим, как только мяч будет у Строителя метров 30 от ворот гостей. Будем кричать «бей». Смотрим вот здесь повтор. Удар, да, с Сыктывкарского клуба пришелся далеко-далеко выше ворот. Позиция была интересная. Ну, может быть, стоило на замахе обыграть защитника, пройти штрафную вместо этого удара. Вот это было тоже бы нестандартно. Да, согласен. Перехват не удается. Ну, еще полчаса у нас игры. Матч начинался очень интересно, зрелищно. Но вот сейчас уже, наверное, ближе к середине второго тайма встреча довольно блекло, наверное, можно сказать, смотрится. Ну, такой характер игры у сегодняшних соперников. Ясно, что при таком счете они раскрываться не будут. Строителю, с другой стороны, можно было раскрыться. Но если посмотреть иначе, то раскроешься, получишь еще больше мячей. Что потом скажут болельщики? 1-4 там, и 1-7 от Волги — это тоже по-разному могут восприниматься. Но мы бы хотели, наверное, чтобы счет сейчас неожиданно в одну прекрасную минуту изменился, стал хотя бы равным. Да, Строитель держит мяч на своей половине. Но это, по крайней мере, у сыктывкарских хоккеистов получается. То есть вот передачи между защитниками — это вот наше. Это можно мастер-классы давать в детских школах, да даже Скай нефтянику можем показать, как нужно своим защитникам возле своей штрафной давать передачи. А все остальное, конечно, нужно еще тренировать, развивать и Да, сейчас прострел не нашел учиться. адресата. Просто мяч поперек поля пролетел. Но Строитель его сохранил. Ну, вот если мы говорили, что в первом тайме статистика владения мячом наверняка будет в пользу Волги, то после довольно резкого начала второй половины встречи Строитель полностью забрал мяч, владеет им. Другое дело, что опасности нету, и вот даже сейчас дальняя свечка такая. Сумел игрок Волги сконцентрироваться и не потерять мяч в этой непростой ситуации. Но, с другой стороны, это тот же самый Антон Филимонов, защитник. У него сегодня игра идет. Мяч забил, в обороне надежен. Волга потеряла мяч на своей половине и сразу же довольно быстро его отобрала. 29 номер, Петр Захаров был сейчас с мячом, капитан команды. Начинал играть в хоккей Петр Захаров еще в родном Северодвинске и в 17 лет стал игроком основного состава. Играл и в Казани, но самых больших успехов достиг в Волге. А вот сейчас момент... Нет. И есть все-таки. Показывает у нас арбитр, что, во-первых, мяч оказался в воротах Сыктывкарского Строителя. А во-вторых, ну да, засчитывается этот мяч. 1-5. 1-5, засчитывается мяч. Прошла разрезающая передача, чистый выход 1 на 1. Да, выход 1 на 1. И, ну, мне кажется, половина хоккеистов Строителя смотрели и ждали, что здесь судья офсайд все-таки зафиксирует. Но я думаю, мы сейчас смотрели на арбитра, и мне кажется, он сам ждал от себя такого решения. Да, Игорь Ларионов. Ну, 1-5, да, Игорь Ларионов. Сегодня обидчик он наш. не забивал. Хватит с него уже. Хватит с него. Одного мяча на родном льду. Да. Довольно спорный эпизод. Наверное, мы с повтора тоже не смогли разобраться. На первый взгляд, конечно, с повтора показалось, что офсайда не было. Честно. Мы не сторонники оспаривать решение арбитра, тем более при счете 1-4, а теперь уже и 1-5. Вот, но мог бы и пожалеть все-таки. Ладно, есть еще 25 минут в этой игре для Сыктывкарского Строителя. Если не спасти встречу, мы в это уже, наверное, вряд ли поверим, да? С 1-5 только Кузбасс может в этом сезоне. То хотя бы забить парочку мячей. Ну, один хотя бы. Что там? Да, что уж далеко ходить. Поддержать свой престиж, порадовать сыктывкарскую публику. Да просто чтобы тайм не выдался для Строителя безголевым.
Пока что атаки у Сыктывкарского клуба во второй половине встречи абсолютно нет. Вот сейчас Строитель зарабатывает угловой. Выстраивается Волга возле своих ворот. Да, это второй угловой во втором тайме. Вы прямо мастер статистики, Александр. Ну, я к тому, что пока что с угловых Строитель ничего не создал такого опасного. И мы ждем. Все-таки. Главное, что красиво стоят. Да, и вновь Бьют, правда, не ни к очень чему красиво. не привел розыгрыш стандарта. И от ворот Волга. Да посмотрите, какой был красивый кадр. Игроки Волги возле своих ворот. Строитель выстроился. Ну, прямо композиция. Прямо шедевр неизвестного художника. Надо искать везде свои плюсы. Другое дело, что плюсов в игре Сыктывкарского клуба во втором тайме найти довольно сложно. Волга, конечно, полностью по опасным моментам, по прочим показателям доминирует. Только по владению мячом, наверное, Сыктывкарский клуб лучший. Ну вот сейчас снова Строитель на своей половине. 29 номер. Это как раз Александр Ваюшин. И в одиночку пытается пройти, его останавливают. Его останавливают нарушение правил, как нам показалось, но игра продолжается. У ульяновских хоккеистов мяч. И упускают они его, Аут да. будет исполнять Строитель. У Александра Ваюшина, конечно, тяжелая была травма. Ожидали, что восстановится он за считанные недели. Получил мячом в глаз после одного из угловых в матче с Зорким. К единственном на данный момент матче, который Сыктывкарский Строитель выиграл. Вот ожидали еще возвращения его в конце ноября, потом в конце декабря. И вот только вот вторую встречу проводит Александр Ваюшин после своей травмы. Ну и то говорят, что не до конца залечил он ее, и предстоит еще медицинское обследование. Остается только восхищаться мужеством нашего игрока. Но мы хотели бы, конечно, еще повосхищаться несколькими проходами, а то и забитыми мячами от Александра. Думаю, все впереди. И впереди у нас, напомню, 2 встречи с Кировской Родиной. Если они состоятся, да, то есть у кировчан отравление в Кемерово сегодня массовое. То есть, возможно, матчи могут быть и перенесены. Ну, а пока Строитель в атаке. На чужой половине обосновался хоккеисты. Пытались заработать угловую. Ну и если считать, что эта задача была на данный эпизод, то с ней сыктывкарцы справились на 100%. Еще один стандарт будет у ворот Волги. Ну, пока что да. Пока это во втором тайме максимум. Раз за разом, да, видим, что все угловые в исполнении Строителя заканчиваются неточными ударами, либо вовсе к ударам не приводят. Смотрим, как будет на этот раз. Идет у нас подача. И вообще, Снова не удалось вообще пробить. непонятно, что хотели сделать сыктывкарские хоккеисты. Это, наверное, тот самый нестандартный ход, который, Александр, вы хотели увидеть от Строителя. Сыграли настолько нестандартно, что даже сами не поняли, что и планировалось. Но, тем не менее, мяч снова возвращается к Строителю. И от ворот Волга. Совершенно нет работы Дмитрия Таманюка во втором тайме. Да, ну в первом он достаточно потрудился. Видать, все-таки дали ему отдохнуть партнеры по команде. Ну или сыктывкарские хоккеисты решили пожалеть молодого голкипера, не напрягать его работой. Тоже молодым везде у нас дорога, правильно? Пока у нас небольшая пауза, да, в игре. За мячиком ходил мальчик, подающий снаряды.
Звучит грозно, да? Подающие снаряды. Прям вот где-то здесь пушка рядом находится. Батарея Раевского, а впереди французы. Но впереди Да. не французы, впереди Волга. И еще один будет момент у ворот Строителя. И здесь вначале пас не прошел, а потом уже хоккеисты Волги не точно сыграли в завершающей стадии атаки. И снова Строитель, такой, как небесный тихоход. Да, опять мы видим, что один хоккеист Строителя несется в одиночку на нескольких волжан, и это у него не удается пройти. Может, ему нравится бегать. Он сейчас удар Волга. Да, Денис неприятно. Гутаренко был на месте. Врезался в него хоккеист гостей, но вроде все в порядке, все обошлось. Не успел затормозить, да? Очередная попытка Волги пройти по центру завершается неудачей. И вот Строитель, попытаясь вроде даже как бы быструю перепасовку устроить хоккеист Карского клуба, не очень это у них получилось. Вообще довольно много брака, да, мы видим и в игре обеих команд. Но у Строителя в разы больше. Отсюда и такой счет 1-5. Ну, и это объясняет турнирное положение команд. Да, турнирное положение. Есть, конечно, повторюсь, шанс в матче с Родиной как-то Строителя улучшить свое турнирное положение, но в Кирове в такого же мнения, да, специалисты и болельщики. Все ждут приезда Строителя. Насколько я смотрел, в Кирове даже был опрос, устроен в социальных сетях, наберет ли Родина хотя бы 1 очко. И люди, которые голосуют за то, что наберут, верят именно в нашу команду, что именно мы поможем кировчанам с этой задачей решить ее. Мы же надеемся, что матчи с Родиной принесут очки Строителя. Ну а пока Волга в атаке. Еще один момент у ворот Строителя. Довольно тихо так ульяновцы докатились до ворот соперника. Пробили, даром что мимо. Да, у Строителя во втором тайме моментов я не помню, к сожалению. Пока что Строители и моменты — это антонимы. А вот здесь Да, было нарушение падение правил. игрока Строителя. Очень жесткое столкновение мы видим. Это 19-й номер с Волги Константин Волочугин. Ну, Извиняется. пусть он свои извинения, скажем, оставит при себе. Да, и пойдет отдыхать И лучше. пойдет отдыхать на скамейку штрафников. Но вообще это далеко не в мяч был. Он видел игрок Волги, куда он летит, сгруппировался и, можно сказать, подсел под хоккеиста Строителя. Довольно не просто жестко, это на самом деле довольно грубый эпизод. Но судья не поставил нарушение правил, а Он аут. судит в английской манере, причем не футбольной, а именно Да. английской хоккей с мячом. То есть, если вы что-то слышали о хоккее с мячом в Англии, напишите нам. Сейчас Строитель атаковал и заработал угловой Сыктывкарский клуб. Да, там хотелось бы, конечно, понять, кто из сыктывкарских хоккеистов получил повреждение, да, и насколько оно серьезно в этом эпизоде. Но на худой конец спросим на пресс-конференции, которую потом можно прочитать на сайте БНКоме. Да, так же, как и небольшой отчет об игре. Очень небольшой. Здесь вот первый угловой, который носил серьезную такую опасность, и мяч застрял в стенке Волги, но ульяновцы отбились. Да, наконец-то удалось Строителю пробить в створ после подачи углового. Тоже маленький шаг для Строителя, но большой для хоккея с мячом в Республике Коми. Строители, свободный удар. Заброс в штрафную, там за мяч ульяновцы поборолись лучше. Там такой своеобразный бейсбол мы сейчас увидели. В Сыктывкаре бейсбол развивается. Может быть, это спорт будущего для нашей республики. Строитель с мячом. Мы видим, что можно пару игроков из Волги пригласить в состав сыктывкарской команды по бейсболу. А Строитель контролирует мяч. 76-я минута. Уже 76, точнее, уже позади.
нужен один мяч Сыктывкарскому клубу. Я по-прежнему настаиваю на этом. Что как-то уже была у нас серия в этом сезоне из 3 таймов, которых Строитель не забивал. Вот не хочется начинать новую. Пока же угловой зарабатывает Волга. Такое небольшое совещание у хоккеистов Ульяновска прошло. Размещаются они вдоль радиуса. Смотрим за подачей. Дернулся Денис Гутаренко. Да, мяч. Но теперь уже только от ворот. Ну, я думаю, что стоит посмотреть хоккеистам Сыктывкара, как ульяновцы подают угловые. Тоже это довольно интересно. Ну и во втором тайме Волга реально создает моменты, в том числе и со стандартов. Это тоже надо брать на вооружение. Сейчас смотрим, там чуть ли не пас от вратаря, и выход 1 на 1 с вратарем, да. Сыктывкара, и 1-6. Переигрывает 75-й номер Волги. Да. Пас от вратаря, мне кажется, сейчас был. Это Артем Гореев. Артем Гореев, мы с вами его вспоминали, да. Призер, победитель чемпионата мира среди юношей до 19 лет в Сыктывкаре. Так что лед для него знаком. И ворота, между прочим, я точно помню, были вот эти же самые. Слева от нас, справа от зрительских трибун. Вот, подработал под себя мяч Артем. Срезал угол и под перекладину пробил. 1-6, 78-я минута. Да, Денис Гутаренко снова бессилен, фактически здесь был. У меня такое чувство, Александр, что бережет силы Строитель теперь. Вот, решил поберечь во втором тайме силы. Поняв, что, по сути, игра сделана. Да, после 1-4 уже мы хоккеистов Сыктывкара не видели в игре. Игра сделана для Волги абсолютно. Можно только это констатировать. Ну, если только с расчетом на то, что впереди игры против Кировской Родины. Ну, только с этим, да. Где действительно у Строителей есть все шансы взять максимум очков. Да, ну, ожидать, что сейчас в хоккеистов Строителя вселится дух кемеровского Кузбасса, довольно сложно. Да, тем временем удаление в составе Волги. Да, на 10 минут Андрей Колобуков покинул поле у гостей. Эпизода мы тут, честно, не видели, за что удаление у ульяновцев. Но нам-то, в принципе, поможет ли это удаление? Сейчас опасный свободный удар. Прямо по центру ворот Строитель будет разыгрывать. Удар! Где же там мяч снова в стенку попадает. И уже Волга в центре поля теряет его. Теряет. Сыктывкарцы с мячом. Как подсказывает онлайн-матча, Андрей Колобуков из Волги покинул поле за остановку мяча неразрешенным способом. Спасибо. Спасибо нашему онлайну. То, что в трудные минуты приходит на выручку. Если бы этот онлайн еще бы и голы бы ворота Волги забивал, цены бы ему не было. Потому что хоккеисты Строителя пока забивать не могут во втором тайме. Да, Волга. доминирует Волга, атакует снова. Перехват Волги, да, был. Неточный пас. Заключительная 10-минутка матча началась. И атака Строителя. Такая очередная была попытка подойти к воротам, к владениям Дмитрия Таманюка. Такое чувство, что перед воротами Дмитрия Таманюка там маковое поле. И, подходя к нему, наши игроки, как волшебники из страны Оз, останавливаются. Вот еще момент у Волги. А вот да, здесь был 100% момент у Волги, и здесь Денис Гутаренко сыграл надежно, но и с другой стороны мы видим, что раз от ворот, значит и хоккеист Волги не смог до конца доиграть эпизод и не смог справиться с волнением, может быть, не смог просто переиграть голкипера Строителя. Строитель на чужой половине, прострел в штрафную.
И там есть все-таки Удар. удар. Даже прыгает Дмитрий Атаманюк. Вы смотрите, он прыгает. Да, Он прыгает за мячом. заставили его упасть на лед. Мы-то думали, что он во втором тайме просто врос. И стоит на воротах недвижим. А нет, оказывается, он живой. Но я думаю, что если бы во втором тайме действительно в воротах Волги стоял бы манекен, то Волга бы также сохранила свои ворота в неприкосновенности. Даже сейчас, наверное, вот с камеры отсюда, с верховой, видно, что мяч мимо ворот летел. Атакует Тем не менее, Волга. да, Волга еще одна атака, еще Будет один удар. удар. И еще Где один мяч? гол. Где мяч у нас? Покажите игроков Волги, пожалуйста. Гол, да, по-моему, был? Гол был, да. 1-7. 1-7, да. 1-7. Празднуют хоккеисты Волги. Очередной мяч. Так вот буднично это происходит. Да. Но Волга уже даже не радуется. Сейчас был момент, 27 номер, да. Прямо вот под перекладину очередной выстрел. Прямо боеголовка из КНДР прилетела в ворота строителя. И снова играл Ларионов. Дубль в сегодняшнем матче для опытного игрока. А передачу ему отдавал Артем Гореев. А Артем Гореев пас. 1+1 для молодого хоккеиста. Тоже неплохо. Я думаю, что по такой игре и по такому счету давным-давно на поле уже должны бегать и Максим Медведь, и Сергей Елфимов, и Ренат Зиганш, ну и Никита Агафонов в том числе. Дать возможность поиграть людям. А вместо этого тайм-аут. Тайм-аут в матче. Вряд ли его взял тренер Волги. И у Волги даже замена вратаря. Выходит Иван Силантьев вместо Дмитрия Таманюка. Ну, дали почувствовать молодому парню дух Суперлиги. Ну, смотрел по протоколам, да, на сайте Русбенди. Иван Силантьев в 2 раза значился только в заявках на матч, но на поле ни разу в Суперлиге до этого дня не выходил. Ну вот, 14 января можно отметить красным днем календаря молодому вратарю. 20 лет ему. Родом из Димитровграда. С другой стороны, Дмитрий Атаманюк тоже из Димитровграда. И вообще достаточно много местных хоккеистов в составе Волги, игравших и за Волгу-2 в том числе, да, за Черемшан. Вот пауза в матче закончилась. Это значит, что будет добавленное время. Там 1 минуту, то уж точно арбитры добавят за тайм-аут. Ну, да. Так что основное время, когда закончится, мучения строителя на нем не завершатся. Игра продолжается. Волга владеет мячом. 20-й номер Денис Цесаров. Да, 2,5 минуты добавлено к общему времени Там матча. была пауза, когда Артем Сообщают. Савельев получил травму. Ульяновских хоккеистов. Да, 1 минуту за травму и 1,5 за тайм-аут. Итого 2,5. Так что времени вагон для обеих команд, чтобы увеличить счет в матче. Ну, а если называть вещи своими именами, чтобы увеличить разницу. Что надеяться на то, что Сыктывкарский клуб сможет размочить счет во второй половине встречи, пока что не приходится. Нет для этого никаких предпосылок. И даже сейчас строители в основном на своем половине. Заброс направо. Даже неудачно. Не проходит, да, к сожалению. И Волга с мячом. Спокойно смотрит, мяч уходит и начнет И отворот. да. Игра Сыктывкарского строителя сегодня похожа вот на вот такого больного человека, который бьется уже чуть ли не в предсмертных конвульсиях. Что ничего не выходит. И все так и смотрится довольно обреченно во втором тайме хоккейный клуб. Да, в первом тайме были какие-то проблески, были острые моменты.
первом тайме Строитель даже, можно сказать, на победу-то наиграл. А во втором абсолютно ничего не было. Еще одно удаление в матче будет сейчас в составе Ульяновской «Волги». Нарушили правила хоккеисты из Ульяновска на Максиме Медведе. Получил он болезненный удар по рукам. Да, клюшкой задел его хоккеист из Ульяновска. Ну, у нас в схожем эпизоде в Нижнем Новгороде травму получил нападающий Владимир Власюк, который восстанавливается до сих пор после этого столкновения, скажем. В том эпизоде даже, кстати, удаления не было. Вот мы вспоминали недавно с игроком тот матч. И ударили клюшкой по рукам, даже игра не остановилась. Ну, ожидаем, что в течение 2 недель Владимир Власюк восстановится, но в Киров он не поедет. Тем временем угловой Строитель. Еще один стандарт у ворот гостей. Еще одна возможность хоть как-то порадовать своих болельщиков, зрителей у экранов. Тренерский штаб, в конце концов. Да, смотрим, чем закончится подача. Подача закончилась неточным ударом. И успокаивает своих полевых игроков Иван Силантьев. Первый номер. Не исключено, что рано или поздно действительно станет первым номером в «Волге». Не просто по номеру на свитере. Но это в будущем. Сегодня пока что за несколько минут, которые он провел на поле, Строитель не напряг молодого голкипера. Не позволил ему показать свое мастерство. Ну, и здесь уже Строитель в атаке нарушает правила. Денис Садаков уложил Кузнецова Владислава. Тоже довольно интересный хоккеист Владислав Кузнецов, нападающий Ульяновского клуба. 21 год ему. Уже успел выиграть и серебро первенства мира среди молодежных команд. И поиграть на турнире 4 наций в 2016 году за сборную. И на чемпионате мира до 21 года. И в 2015 на Кубке Европы до 19 лет. То есть такой хоккеист, который на виду у тренеров национальных сборных разных возрастов. Но мы видим сегодня, что по делу, да, то есть довольно неплохо смотрится игрок. Забивают, конечно, в основном его партнеры. Но в целом «Волга» сегодня оставила очень приятное впечатление о себе. И даже смотришь по этой игре и думаешь, а как же в Ульяновске-то всего лишь 4-5 «Волга» смогла победить, и то с трудом. Да, абсолютно по делу победа гостей. Очень грамотно распорядились голевыми моментами. Потом в нужный момент прибавили, воплотили преимущество в забитые мячи. Это в начале второго тайма. И, в общем, уверенно довели встречу до победы. Ну, вдруг в оставшиеся 2,5 минуты свершится чудо, и старик Хатабыч целый град мячей забросит в ворота Ульяновска. Но только если он. Других надежд Строителя сегодня, наверное, нету. Значит, с начала второго тайма. Да, сейчас начнется компенсированное время. 2,5 минуты, я напомню, добавлено. Ну, основное уже завершилось, да, только что. Так что смотрим добавленные минуты. Завершается этот отрезок Строителя, когда 4 подряд домашних матча. К сожалению, в них удалось набрать только 1 очко. Но, с другой стороны, хорошо, что Хоть одно. Да. Ну, напомню, что впереди встреча с Родиной. Это игра будет, как мне кажется, намного упорнее, чем сегодняшняя. Но кировчан тоже не стоит недооценивать. Молодой, талантливый коллектив. Дают играть действительно ребятам, которые только-только играли вчера в вышке. У них есть желание, у них есть скорость. У них, наверное, даже есть и умение забивать с угловых. Вот сейчас Строитель еще один стандарт подает. И снова не точно. Не приводит. Да.
Главы сегодня были абсолютно беззубыми, и даже не хочется, наверное, после матча заглядывать в группу строителя, читать комментарии болельщиков. Мы можем сегодня сами их сказать за них. Ну, а пока удаление в составе строителя. Вряд ли оно скажется на результат и на ход игры. Но зато, может быть, фотографы с матча сделали красивые кадры в этом эпизоде. Волга в атаке была. Теперь с мячом строитель. Ну, команда доигрывает, конечно, матч. Нет, тут вряд ли Максим Медведь был удален в этом эпизоде. Нарушали правила на игроке строителя. Нет, все верно. Все верно, же хоккей строителя нарушал, да. Прошу прощения. У нас, наверное, в комментаторской тоже сейчас такое трагическое настроение. Да, согласен. Теперь нарушают правила ульяновские хоккеисты. И строитель свободный удар. Там практически возле лицевой, возле углового флажка будет мяч. Далеко не этого ждали и мы, и 700 болельщиков на трибунах. Их, конечно, уже откровенно стало в разы меньше сейчас. Удар. И угловой еще один будет в составе строителя. Точнее, у строителя. А в этом эпизоде можно было и мяч Престижа во втором тайме забивать. Ну, вот здесь смотрим. Вратарь на месте. Вовремя сложился, среагировал. Да, позволили молодому хоккеисту Ивану Силантьеву проявить себя. Как кошка прыгнул Иван Силантьев за своим хвостом. А только здесь за мячом. Ну и все, да, все. Завершился у нас матч 1-7. Или сколько уже? Да. Да, 1-7. Мы уже сами запутались, наверное. 1-7, конец матча. Ну, не расстраиваемся. Ждем следующей игры. Ну и поздравляем Волгу с победой. До встречи на наших эфирах. Всего доброго, друзья. В торговых центрах «Инструмент» половину стоимости товаров просто дарят бонусами для стопроцентной оплаты следующей покупки. А еще сотни товаров по суперценам. Ждем вас на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. Настоящий снегоуборщик «Прораб», 5,5 лошадиных сил, захват 53 сантиметра, всего за 19 900 рублей. Уже в торговых центрах «Инструмент» на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. Настоящий снегоуборщик